всем здравствуйте! Со мной Асхат Табалдиев, супер-креатор. Везенчуля, да. Кыргызстан сейчас взорвет просто. Не существует сейчас границ для креатива. Не всегда была такая уверенность, что я буду делать большие дела. Мне мама говорила всегда: топи балам. Несерьезными делами. С пацанами, тусуюсь. Да. И что-то взрывать начали страшно. Полные залы, люди не помещаются. А сколько стоит один сериал сделать? Сериал не зарабатывает. Я коллекционирую сумасшедшие истории. Я там прям идешка афроамериканская, с кудрями. Вот какие у вас там принципы воспитания детей? Воспитывать детей, оказывается, не надо. Папочки, дочку. Погнали. Пацанам надо конкретно четкие границы ставить, потому что мы растем по-другому. Мы попадаем в мир, в котором надо выживать. Ничего нет. Условий нет, нифига. Сегодня вы расскажете, как сделать $1 миллион за 10 дней. Итак, всем здравствуйте! Со мной Асхат Табалдиев, супер-креатор, да? Ага. Везенчуля, да. Вот и я с вами, простенькая Айджан Сахаро. Первый вопрос, который бы я хотела вам задать, это что для вас значит Джаратман? Слушайте, вот Джаратман — это то слово, которое в обиход, наверное, в тренд зашла буквально последние 3 года, да? То есть с тех пор, как мы начали просто орать об этом. Но джаратманство у меня началось еще тогда, со школьной скамьи, когда мы на сцене просто придумывали на ходу там всякую фигню, там сценки, спектакли ставили, из баклашек там танк клеили, там и так далее, да? Поэтому в этом слове очень глубокий смысл создателя и созидателя. Творца. Да, такого, творца, да. Творец, понятное дело, один, самый главный, но ты становишься частичкой его, когда ты что-то создаешь, что-то крутое. И вот я, наверное, чуть-чуть отношу к этому, к высшей энергии какой-то. Как видите, через 10 лет будет развито наше общество Джаратмана? Очень бурными темпами сейчас идет развитие, тем более, когда государство уже начало поддерживать, да, парк креативных индустрий, куда МГУСА появился. Будущее за креаторами, за эмпатией, хоть и искусственный интеллект накидывает каждый день какие-то страшные новости, но мне кажется, что именно креаторы будут долго жить, и кыргызстанские креаторы. Просто, мне кажется, это, знаешь, когда ты растешь в такой среде, где ничего нет, условий нет, нифига, и надо что-то придумывать такое, где у тебя нету много денег, много условий, и оттуда какое-то волшебство будет появляться. И в этот момент ты максимально творческий. Да. То есть надо все ресурсы какие-то свои включать, чтобы этот продукт дошел до мира, и его посмотрели и оценили, когда есть такая бешеная конкуренция мировая, да? Поэтому, мне кажется, мы еще покажем всем и всему миру, кто мы, где мы и какие мы. На самом деле, последний год появился такой дух, вот я как будто бы далеко от джаратманства, вот как мне кажется. Но при этом дух у меня, у моего мужа появился, что Кыргызстан сейчас взорвет просто. Да, есть такое ощущение. Но я, допустим, в своей индустрии по кино могу точно сказать, да, что там бешеными темпами идет рост. Каждую неделю появляются новые премьеры кыргызстанские, да. Мы начинаем экспериментировать, то есть раньше, допустим, комедии только были, там ширпотребные скетчевые. Сейчас уже появились более глубокие жанры и эксперименты, что самое главное, да. И прикольно, что наши продукты
появляются на мировой арене, на фестивалях выигрывают, и соседние рынки просто с удовольствием смотрят. Да, круто. А с чем вы экспериментируете, интересно? Мы создали студию в 2015 году, 1-1 вот на нашей студии, и мы всегда экспериментировали, то есть вот просто любой вызов, это, знаешь, это нас прям, давай, короче, быть первопроходцами для нас это, круто считалось. И, считай, любой наш проект, это был большой эксперимент, получится, не получится. А что вы делаете, будучи Джаратманом? Создаем. Что мы делаем? Мне кажется, я каждый день просыпаюсь с этой мыслью и засыпаю. Еще и во сне там добиваю, знаешь, в голове 100%. Какие-то идеи, мысли для того, чтобы мы стали видимее миру. То есть, когда ты путешествуешь, и у тебя спрашивают, where are you from? Откуда ты, что? И начинаешь объяснять, и они там, с первого раза не понимают, потом ты говоришь, про Советский Союз, потом вот про соседей начинаешь говорить. Окей, тебе говорят, и ты думаешь, а хочется вот одно слово сказать, бренд, либо то, что это вы, что ли? Чтобы страна стала брендом. Да, чтобы страна стала брендом, и я каждый день просыпаюсь и засыпаю с этой мыслью. Я хочу, чтобы мы стали видимыми. А когда эта идея вообще появилась? Вот чтобы нас признавали по всему миру. Я думаю, что она, знаешь, где-то в подкорках сидела всегда, но как мы становимся опытнее, растем, каждый в своей индустрии, это органично пазл собирается. И формулировка такая, лично у меня возникла лет 5 назад. Лет 5 назад. Когда что случилось? Вот в какой момент? Такого прям я тебе не скажу, что был какой-то прям вау-эффект или инсайт. Короче, я еду в машине и там что-то увидел. Может быть, я удовлетворил свои какие-то там, я не знаю, потребности финансовые или там, в том, чтобы меня знали все. Да, но это появилось в тот момент, когда, то есть ты живешь в маленькой комнате в голове. Я всегда старался эти стены рушить. И когда наши проекты начали пересекать границы, и с каждым таким проектом я начал фундаментально понимать, что не существует сейчас границ для креатива, тем более, да, то есть когда мы там в Казахстан пришли на рынок Казахстана, когда мы там начали брать миллионные просмотры по проектам, потом последние 3 года с «Черным двором» мы такую шумиху там навели, и в этот момент я думаю, вау, все ближе и ближе я становлюсь к своей мечте джаратманской, да, чтобы мы становились виднее. Кто бы знал, то есть когда мы в КВН еще играли в Азимикс, я уверен был, что мы никогда, какая-то страна из Кыргызстана в высшей лиге у Маслякова никогда не будет играть. Понимаешь? Понимаю. То есть я просто был уверен в этом, что я за свою жизнь не увижу кыргызстанскую команду высшей лиги. А что случилось? Случилось то, что я сам попал с кыргызстанской командой на эту арену. И тогда я чуть локоть не проглотил. Скажите, значит, не всегда была такая уверенность, что я буду делать большие дела, да, и большие результаты? Нет, уверенность была. Я же, я по духу лев. Мне мама говорила всегда, топи, балам. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, это будет самое лучшее. И в этом я вообще не сомневаюсь. Но когда ты на деле начинаешь видеть, что вау, оказывается, реально это работает, когда ты веришь и трудишься. Вот тогда, наверное, такой щелчок произошел. Класс. А вот интересно, да, некоторые через тернии, да, им родители говорят, не надо, там, чем ты занимаешься. Вам такого никогда не говорили? Нет, было. Не буду лукавить.
эмоциональные всплески бывали У родителей, да? да. Ну, то есть, ну, там, я уже дылда, короче, ну, там, типа, универ заканчиваю почти что. В КВН играю. Несерьезными С делами пацанами, занимаетесь. короче, тусуюсь. Там, ночами пропадаю на репетициях, там. И Айтхан, и Ай, Балам, там, типа, хорош. Что ты страдаешь какой-то фигней? Это же, ну, несерьезно. Иди вон к брату в офис, посиди там, деньги хоть зарабатывать будешь. Ну, и я тогда и сказал, мама, стоять, мы с тобой о другом мечтали. Я говорю, дай мне 2 года, и я попаду на Первый канал. И сам того не понимая, понимаешь, это сказал, короче. Вот. И проходит 2 года, и я реально попадаю на Первый канал. И мама такая, спасибо. Но фундаментально она всегда верила Да, в вас да. и топит, да? Ага. фундаментально, да. А что принесло хорошие деньги? В какой А, момент, да, пришли хорошие деньги? Так, в моей жизни, когда я начал вести мероприятия, я же, ну, по сей день, это мое хобби, вот, и в те года, когда мы с Расей вот так вот, короче, сели, все наши знакомые что-то вели мероприятия, мы такие, а давай проведем. Я такой, ну давай попробуем. Провели его маминой подруги дочери свадьбы. Кайфанули, короче. Там денег не было, от души сделали. И после этого у нас там какой-то заказ появляется, и мы, короче, просто видим огромные деньги на руках. Я думаю, вау, круто. Это надо продолжать, но это не была суть, да, потому что, ну, это как бы не то, к чему я стремился бы всю свою жизнь. Ну, то есть отдать и вот и ведущие мероприятия, и что? В этом нет ничего крутого, да. А вот получить Оскар, это круто, по мне. Класс. Пересечь какие-то границы, выйти на сцену и сказать «Спасибо, мама, за веру». Thanks, my mom. И вот это меня триггерило всегда. И большие деньги, наверное, в медиа, когда я первый начал видеть, это один из первых проектов наших, это «Бертуганчик». Бертуганчик. Это сколько вам тогда было лет? 25. 25. Сейчас, подожди, нет. Не 25, 28. 28. 28. И мы создали фильм. Этот фильм очень откликнулся в сердцах у людей. Мы вышли как первый фильм 2015 года, 1 января. И что-то взрывать начали страшно. Полные залы, люди не помещаются. В то время еще такой культуры, знаешь, не было хождения в кино. И вот этот проект, он, по сути, разбудил весь Кыргызстан, короче, и затащил их в кинотеатр. И мы 11 месяцев стояли в прокате, понимаешь? И то нас сняли, потому что там какая-то пиратская версия выскочила в Одноклассники, да, и ну, это уже очень тяжело было остановить. Но вот большие деньги я, наверное, увидел там и понял, что, блин, как круто, что ты можешь заниматься любимым делом и зарабатывать деньги. Класс. Когда вы начинали, у вас много было конкуренции или нет? Вообще не было, да. То есть рынок только формировался в то время, и мы, как студия, которые как бы на сегодняшний день уже существуем 10-й год почти, мы были первопроходцами во всех вопросах, понимаешь? То есть мы были большие люди когда-то, потом в КВН мы начали играть там 4 года, женился я, и думаю, блин, надо что-то деньги зарабатывать, КВН не будет приносить деньги. И мы начинаем кино снимать с Данияром. И после этого все закрутилось, завертелось. Классно. А как вы думаете, чего не хватает сейчас у нас на рынке? Много чего не хватает. Но если посмотреть именно индустрию кино, то специалистов не хватает. Специалистов? Да. А каких? Ну, и для всех. Всех, начиная от сценаристов. Сценаристы — это просто огромная боль рынка, потому что, ну, у нас нету, к сожалению, школы
вообще школы кино. Есть там Институт Бича Налиева, еще, ну, это очень печально там все. Вот, государство туда не смотрит, к сожалению. Нету ни сценаристов, начиная от сценаристов, заканчивая режиссерами, а между ними еще куча специалистов, которые называют себя там директорами картины, исполнительными продюсерами, вторые режиссеры, световики, кто правильно там классно может свет поставить. Для нашего рынка хватает. В смысле, я имею в виду уровень специалиста для проекта локального, этого хватает. А для мировых не хватает. Потому что когда ты хочешь сделать продукт для мира, ну, там уже нужно очень профессионально подходить к задаче. И техническая оснащенная база должна быть, и специалисты должны быть у тебя крутыми. Вот я в прошлом году поработал с россиянами, с казахами в коллаборации. И прям вижу, что есть разница в спецах, в людях, да, то есть команда состояла там из таких людей, и я видел, что по уровню профессионализма нам еще надо расти. А как расти? Вот ездить в Россию, например, и получать опыт? Ну, это один из Один из. вариантов. А какие еще? Я сейчас преследую вариант, чтобы специалисты мировые Приезжали к нам. да. М. То есть мы уже разрабатываем такие большие проекты, в которых я точно буду нанимать крутых профессионалов и буду приклеивать к ним своих специалистов. Круто, чтобы они получали Конечно. опыт. Просто как вампиры высосали, понимаешь, у них все. И выбросили. Не, выпрашивать не надо. Это все будет наглядно видно, когда человек работает, просто надо находиться рядом. Мы, в принципе, в студии всегда так растем. То есть Мгм. я беру одного уже опытного, приклеиваю второго, и через месяц результат между небом и землей. Вот очень много подкастов сейчас выпускается. Да. А какие еще, может быть, жанры вашим профессиональным взглядом еще там свободны? Да, конечно, да все. Всё. Ну все, смотри, рынок медиа, но он пустует же. Капец. Ну, ты мне скажи какое-нибудь, хоть одно нормальное телевизионное шоу. Ну, нету же. Ну, нету. К примеру, в Америке, когда у тебя спросят, там, какое шоу, ну, есть Опра, Ага. да, есть там Джимми Фэллон, М. Saturday Night Live, в России, ну, что есть, Ургант есть, был, да, там, что будет дальше, это ТНТ-шный проект. Большие гонки, я помню, на Да, Первом большие канале. гонки, ну, то есть валом, час пик, Любовь с первого взгляда, ну, их миллион, а у нас, А у скажи, нас только скажи. пока что подкасты. Подкасты, да. И очень круто, что они вот хотя бы зарождаются, Ну да. появляются, когда ты можешь побеседовать, классно послушать, в машине едешь, и умные мысли послушать у людей, которых ты видишь вот на улице. Но у нас это не развито, и ниша свободна, потому что нету денег. Денег. То есть у телеканала нету бюджетов на создание собственного продукта. Они максимум, что делают, это утреннее шоу. Утреннее Мгм. шоу. Да. У кого-то есть вечернее шоу. Это самые бюджетные варианты, что можно делать. Специальных каких-то. Так что форматов миллион, придумывать велосипед не надо. Ага. Хотя бы сделайте что-то похожее, что уже делали за рубежом, но сделайте это красиво и четко. М. А сколько стоит примерно шоу сделать, которое выходит раз в неделю? Ну, это все очень много Очень. зависит от формата шоу. К примеру, если это концертное шоу, где нужно повесить крутой LED-экран, там, бэнд поставить, снимать где-то минимум с 3-4 камер, Мгм. и это делать без поддержки, а вот с нуля, ну, мне кажется, один выпуск там 30-минутный будет стоить рыночно, это я по себестоимости сейчас говорю,
Ну, 1004, Долларов. 1004 баксов. Эх, Понимаешь? А тебе ага. надо сезон снять, короче, 10 Да. серий. Ну и вот, салам алейкум, 40-50 тысяч, просто чтобы сделать хотя бы крутую картинку и хороший продукт. М. Медиа делать очень дорого. Эх, а то я хотела. У меня есть компания Мгм. Сахарок, сеть эпиляции женской. Ага, И я хотела в рамках этого сделать какое-то шоу. Вот прям ага. очень хочется. Я там с прошлого года, с октября веду подкасты. Да. Но это мне не интересно. Я хотела всегда шоу сделать. И думаю, блин, а сколько это стоит? Ну, Ага. нормально, да? Это очень дорого, да. Да. А сколько стоит один сериал сделать? Ну, тоже надо понять, какой сериал. Если у тебя в сериале там не так много актеров, дешевле будет. Если у тебя в сериале там есть драки, там куча массовки, машины, вертолеты, там это тоже другое. Но надо считать минимум, мне кажется, рыночная серия от 3-4 тысяч. 3-4. Эх. Ничего так не вздыхай. Слава богу, можно находить на такое финансирование, в Да. принципе. Да. А как искать это финансирование? Есть, ну, разные методы. К примеру, то есть метод, который мировой, он у нас не канает. Мировой метод это какой? Как бы ты, как продакшн, идешь в телевидение говорит, слушайте, у нас по сетке, по нашей, на первые полгода нужно, короче, одно ток-шоу, один сериал про подростков, один сериал про женщин, одиночек, домохозяек. А, И они заказывают тебе. И они обсуждают бюджет. Все, у нас есть этот бюджет нам нужно 21 серия, короче. Это мировой опыт. У нас же такого нету, потому что Мгм. я уже ранее объяснил, что бюджетов нету в телеке. Надо ходить. И зачастую происходит так. Ты придумываешь идею, делаешь презентацию и ходишь. Ходишь по коммерческому сегменту. Банки, строительные компании, аптеки и так далее. Да? Вот. И кому это аукнется, у кого есть маркетинговый бюджет и есть ли к тебе доверие, то они могут, в принципе, согласиться, если они какой-то профит от этого ловят. Да? То есть, допустим, ты говоришь, я выхожу на канале, вот этом YouTube-канале, его статистика вот такая, у меня снимаются вот такие актеры, их Инстаграм вот такой, и они будут выкладывать благодарности, что вы генеральный партнер, там, и так далее. И они такие, вау, прикольно, канча, момча, also you know, да? Вот как, да. Либо я в теме, и заходит. Это второй вариант, который рабочий сейчас на Мгм. рынке. Есть международные компании различного рода. Ну, к примеру, у тебя сериал там про женское насилие, Мгм. не женское насилие, а домашнее насилие, про женщин, серия роликов там про абьюз там и так далее. Ты идешь в международную компанию, которая этим занимается, ну, к примеру, ООН женщины. И М. они такие, вау, прикольно, у нас как раз есть об этом миссия, давайте, короче, делать, думать, будем искать деньги. М. И все. Третий вариант, мы сейчас про сериалы говорим, третий вариант инвестор, но инвестору делать там нечего, потому что, ну, хотя, если локально рассматривать, там делать нечего, потому что сериал не зарабатывает. На сериалах не Не зарабатывают люди. зарабатывает деньги, да. А зачем они делаются? Сериал делается, ну, для идеологии, пропаганды, ну, заработка в том числе. Я сериалы тоже делал в свое время. Ну, то есть ты продаешь на рынке дороже, снимаешь чуть-чуть дешевле, ловишь какую-то маржу и на это как бы выживаешь. Но это не веселая история. А если посмотреть мировую практику, то в мировой практике куча платформ появляется, такие как Netflix, Amazon, Apple, и в России, к примеру, там тоже обалденное количество платформ, и они все успешны. У них есть бюджеты хорошие, и они могут платить деньги. Мгм. И они в этом и заключается их миссия. Они ищут такие продакшены, которые могут справиться с production value, не облажаться и сделать хороший продукт.
И если ты делаешь там сериал, условно, «Бумажный дом», «Игра престолов», то ты очень хорошо зарабатываешь. М. Очень. На вот этих подписках, да, или... Чтобы на подписках зарабатывать, ты должен владеть платформой. А, Да. А если ты продакшн, создатель, то ты зарабатываешь на авторских правах и на а, производстве. ага. Ну, то есть, условно, на производство тебе выделяют там за серию $30 миллионов, ты снимаешь это за 25, и 5 миллионов остается у тебя. М. Ага. В одном из интервью вы сказали: "Я коллекционирую сумасшедшие истории". Ох, Ага. Расскажите одну сумасшедшую историю из вашей работы. я бы не сказал, что я коллекционирую, не помню, где я это говорил, но так уж случается, что жизнь очень насыщенная. И КВН, и там, и корпоративы, и кино. И очень много довольно интересных историй. Смотря что, вы говорите про рабочую Ну какую-то вот да, историю? да, какая-то рабочая, которая запомнилась и которая вызывает позитивные какие-то эмоции сейчас. Ну, возможно, тогда было стрессово. А, Ну, если рабочий, то у нас есть в студии такая традиция, мы каждый год одеваемся в разные персонажи, косплей, вечеринка у нас Мгм. проходит, и мы так отмечаем Новый год. М. И эту вечеринку ждет вся страна. Так уж получилось, что ну, мы уже зафраншизировали эту идею. Это, по сути, это карнавал, только трэшовый карнавал. И мы туда приходим в разных косплеях. У меня там работает ну, около 90 человек. Ты представляешь, ну, 90 фриков, которые каждый год ломают себе голову и придумывают какой-то персонаж. И я там один из этих психов, которые тоже заморачиваются и делают разные костюмы. И вот в прошлом году я был агентом полиции, который под прикрытием и персонаж «Дом большой мамочки». Смотрела кино? Который... Ага. Обалдеть. Заморочился, короче, такой костюм заказали, отлили, лицо прям отлили. И это, когда меня одевали, я так сильно ржал, это очень смешно было. Там кучу синтепона внутри, как бы. Я там прям идешка афроамериканская, короче, с кудрями. И я приехал, захожу в зал, в зале все ржут. И потом что-то в магазин надо было пойти, что воду взять. И я в таком персонаже захожу в магазин, и Джешка вообще уже к тому моменту пробитая была, вообще не удивилась. Что ты хочешь? Я говорю, водички дайте. Хорошо. Слушай, так. А почему она пробитая? Потому что к ней уже нырял Дракула, Малефисента, там Лысый из Бразерс, там, и так далее, и так далее. Вот. Класс. Мне нравится создавать, ну, как бы свой мир, потому что, ну, вот так вот посмотришь, там, если новости будешь читать, то каждый день будешь расстраиваться. И в один момент я решил, мы решили с ребятами сделать свой мирок, создали его, и вот у нас есть свой мирок, в котором есть свои правила, свои традиции, свои законы. И классно. Система, вот такая системность, дисциплинированность, она помогает творчеству? Абсолютно. Как бы это одно без другого не живет. Потому что я знаю много талантливейших ребят, сценаристов и креаторов, которые, ну, очень талантливы, Мгм. очень креативны. Но ни одного продукта я их не видел, к сожалению. А что им мешает? Менеджмент, Менеджмент. конечно. Ну, то есть надо же как-то это все воплощать, а не просто мечтать. Есть мечта, ну, все, поднимай жопу и начинай работать. Просыпайся, иди, общайся, нетворк, связи, деньги, там, и все это можно делать спокойно. Но
Нет, они ищут Вдохновение. идеального фильма, которым они сразу Оскар сделают. Ну, А, понимаешь? Ага. А такого не будет. А есть работы, за которые стыдно или которые так смотришь и думаешь: "О боже, что я делаю?" Ты знаешь, я как бы к этому отношусь очень прагматично, спокойно, потому что есть, конечно, продукты, которые, ну, были сделаны неумело, я бы сказал, да, но это нормально, это абсолютно нормальный процесс. Ты делаешь, ты получаешь какой-то опыт. Мгм. И с каждым разом, даже если ты сделал, ну, прям плохо, прям стыдно тебе, ты думаешь: "Ёперный театр, так больше так не надо делать. Оказывается, надо вот так было сделать". И следующий продукт, ты становишься умнее. И я обожаю и уважаю каждую историю каждого продукта, который я создал. А еще сегодня вы расскажете, как сделать $1 000 000 за 10 дней, да? Вот, да, это очень смешно. Да. Просто мы переписывались с Ага. организаторами, и они такие говорят, короче: "Ну, давайте придумаем название". Я говорю: "Ой, елки-палки, ну, давайте покачаем, короче". И вот это название было, ну, просто в треск закинуто. Ну, а может, вот так, короче. И они взяли и вставили это прям в афишу. Но да, мы недавно прошли через это, да, наш фильм заработал реально за 10 дней $1 000 000. Ого, как! Вот так просто людям понравилось, и все пришли и посмотрели. Это Кыргызстан или Это Кыргызстан, Казахстан Кыргызстан, Казахстан? на 2 рынках. Да. А сколько стоила себестоимость фильма? Мы его сняли где-то за 250 тысяч. 250 тысяч. Кайф. Ну, надо, надо учитывать, что $1 000 000 это бокс-офис. Что это такое? Это сборы, И вы там распилите конечно, конечно. Ага. Ты с этих сборов отдаешь НДС, Мгм. потом отдаешь 50% кинотеатру, и Мгм. 50% А. остаются. Все равно классно. А потом Конечно. эти 50% вы еще поделите со Конечно. своими. Конечно. С участниками, кто был создатель. Так, а что бы свое хотелось сказать сегодня? Чтобы свое, Да. Какой смысл, да, наверное, который бы вы хотели передать? ну, наверное, как бы пока мы беседовали, много смыслов здесь Мгм. прозвучало. Если Да. резюмировать, Мгм. я бы хотел поблагодарить родителей, потому что они как раз-таки дали вот этот фундамент, созидатель, да, ну, то есть они не ограничивали, и почему-то я сердцем всегда хотел быть вот где-то вот в кипише, в творчестве, мне это нравилось, и они-то люди советские, а я родился в советской семье младшим ребенком, понимаешь, да, то есть закалкой они вообще, по сути, не понимали, что это такое креатив, неужели Мгм. на этом можно зарабатывать деньги, да, как бы. Ну и я не понимал. Получилось так, что верил, и на сегодняшний день имеем, что имеем, да, и будем расти. Поэтому я бы хотел, наверное, обратиться к родителям, либо вы будете родителями, либо... Я уже мамочка. Ну, А, я зрителям говорю, кто да. сейчас смотрит, у тебя растет ребенок, у меня, и у нас есть родитель, да, то есть очень хочется, и я прям живу и вижу, что будет расти крутое поколение. То есть и мы являемся хорошим поколением, которое уже там своим детям это все будем отдавать еще вдвойне. И наши будут еще круче, чем мы, Да. да. То есть от этого есть вот эта вот светлая надежда на то, что мир не исчезнет и будет хорош. Да. Потому что за именно творцами вот новое поколение, наши дети, и как раз таки это те, которые будут спасать это всё. А скажите, пожалуйста, вот какие у вас там принципы воспитания детей? Эм, что вы хотите, какими вы хотите, чтобы они были? А, По сути, воспитывать детей, оказывается, не надо. Мне понравилась эта мысль. Достаточно воспитывать себя.
и быть примером. Мгм. А примером ты будешь, если ты будешь ролевой моделью для своих детей, да. Ну вот у меня дочь растет и сын. Мгм. Там, и надо для каждого из них свою ролевую модель выстраивать. Да? Там дочка будет все равно смотреть, какой должен быть мужчина а, в идеале. То есть любить маму, любить свою маму, ее маму, моей дочери, да, там, уважать, приносить домой цветы, носить на руках, поддерживать, а, зарабатывать, там, быть успешным, разговаривать, обсуждать. Мы это все делаем и так. Мгм. Надо себя воспитывать, мне кажется, Мгм. а не детей. А я более про такие, знаете, какие там хотелось дисциплину, к примеру, или вот кто-то там Бибит Алибеков, да, я видела, он свою доченьку прям балует. Он: Ага. хочешь это на, Да? хочешь то на, а сына наоборот держит этот. Вот как у вас? У нас то же самое. Мгм. Я полностью согласен с тем, что как бы папочки дочку погнали, потому что, она твоя дочь, и очень важно, чтобы она научилась требовать. Ну, то есть, чтобы для нее это было нормой, чтобы было нормой любовь, забота и поддержка. Мгм. Потому что когда она вырастет и начнет искать себе партнера, партнер должен соответствовать этим ценностям. И она должна понимать, что если он не соответствует, то до свидания. Да? Я очень хочу. Вот. А с пацанами, да, сложнее. Мужчине сложнее, потому что, пацанам надо конкретно четкие границы ставить, потому что мы, растем по-другому. Расклад ума немного другой. А какой? Мы попадаем в мир, в котором надо выживать. М, Понимаешь? И все. И как бы каждый день, короче, какой-то Челлендж. какой-то челлендж надо для сына устраивать. Как бы. И это большая ответственность. Но опять же, базово я считаю, что а, точно надо самому быть человеком хорошим и а, работать в команде со своей женой. Жена у меня в этом плане просто золото. Да. То есть она столько энергии, сил тратит на воспитание, как бы на то, чтобы у наших детей все было прекрасно, и вкладывает в это. И в этом плане мне очень повезло. А что делать начинающему сценаристу? С чего начинать? Как бы начинающему сценаристу надо прочесть всю литературу, то есть, М, чтобы стать сценаристом, да, как бы соответствующую литературу, посмотреть кучу кино, а, смотря какой ты сценарист, да, то есть, может быть, ты это уже прошел, все, но точно у сценариста базово, фундаментально должна быть насмотренность. Насмотренность разных жанров, разных фильмов. Разбор этих фильмов прямо на бумаге, посмотреть, что как строится, почитать правильную литературу профессиональную, и после этого ты уже что-то будешь понимать в сценарии. Да? Когда у тебя вся эта база есть, начинай писать истории, разные мгм. истории, но начинай писать не весь сценарий, умоляю, потому что это ошибка многих начинающих сценаристов, когда он, всю душу свою, всю энергию, все время, всю любовь потратит на один сценарий, а, А он не очень. он не очень, да. Он не очень, и никому не нравится, а он будет держать его и до конца пытаться в своей жизни его протащить. Не надо. Напишите 50 синопсисов. Что такое синопсис? Синопсис — это краткое изложение истории. А, На одну страничку. Есть а, понятие логлайн. Логлайн — это 3 фразы, 1 абзац в рассказе. Есть синопсис — это на одну страничку. Вот максимум, что вы должны делать, это вот это. И эти 50 сами перечитайте, подумайте, пересмыслите. Из этих 50 свой шорт-лист сделайте 10 и дайте продюсерам почитать. Продюсеры 1 из 10 точно выберут, если проделана вот эта работа. а вот было вам
Стрёмно первое время ходить и просить финансирование. Не знаю, вот стрёмно не было. Мгм. Сейчас я вот пытаюсь вспомнить, было ли мне стрёмно. Нет, точно не было стрёмно, потому что, это благое дело, потому что я был уверен, что я прошу, не попрошайничаю, а я точно взамен дам что-то. Когда я знал, что это будет Конечно. хороший обмен. Конечно. И когда ты это знаешь, ты идешь с другими глазами. И, наверное, эти глаза мои и моих партнеров и дали веру тем людям, кто нам начал финансировать проекты, потому что мы говорим не спонсор, мы говорим партнер. Мгм. Это совсем разные вещи. Да. И когда ты уверен, что ты будешь полезен этому человеку, ты по-другому разговариваешь. Они услышали это, и мы реально были полезны. То есть наши партнеры возвращались к нам каждый год. М. Это же большой показатель. Мгм. Классно. А вот были те, кто там, пока что вы делали, уже начали выползать, да, люди, которые тоже начали пробовать снимать кино Да, да. и проваливались? Да, 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 да. А как думаете, что им не хватило? А, да, это же воля случая. То есть где-то там не доглядели, где-то опыта, где-то поторопились, где-то денег не хватило, где-то времени не хватило. Это абсолютно нормально. И даже было такое, что я ребят со своей же студии, то есть воспитал здесь, прямо внутри студии, накачал их опытом, и они все просто выросли и отделяться начали. Мгм. Это как когда ребенку становится 18, Да. все, он совершеннолетний, тебе пора его отпускать. Мы как продюсеры, а, Больно было? да, знаешь, такое, Неприятно. не то чтобы неприятно, странное ощущение было, непонятное. Ну, то есть это вроде бы нормально, я как бы тобой горжусь, и Да. я тебя реально благословляю, но что-то такое родненькое от тебя уходит. Я вложил столько. Да, 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 да. Но отпускал всегда всех с большой любовью и благодарностью. Я думаю, что в обратку то же самое было. Мгм. И вот они сейчас являются там одними из сильнейших продюсеров Да? локального рынка, да, и они Круто. создают кино, они конкурируют со мной уже. Это мощно. Получается, у меня не было конкурентов, я их сам создал. Для меня счастье это. Так, для меня счастье это когда я живу в любви, если коротко сказать. Да. Ну и это относится ко всему. К работе, к детям, к жене, к природе, к родине, к миру, наверное, да. Мне это нравится. Банально, конечно, но я как раз-таки человек про абсолютную любовь. Я уверен, что когда ты живешь в абсолютной любви, воздастся, эта энергия придет и приумножится очень сильно. Да. А что для вас любовь? Любовь это когда ты хочешь нести все, что в тебе есть, светлое, и взамен ничего не ждать. Делать благое, да? Делать благое, взамен ничего не ждать. Мне было очень приятно поговорить. Спасибо большое. И надеюсь, вам понравилось, дорогие зрители. Вот. С чем хотите закончить? Так, сегодня праздник креативной индустрии. Сегодня, завтра и вообще весь месяц. А для меня этот праздник продолжается уже 3-й год, потому что мы там большую работу и платформу сейчас готовим, чтобы этим люди занимались. И если вы уж креатор, неважно, чем вы занимаетесь, кино, мода, одежда, ремесло любое, да, верьте, надейтесь, не надейтесь, а верьте и делайте. Наверное, так правильнее будет. Потому что пришло наше время, с чем я вас и поздравляю. Классно. А можно спросить еще один вопрос? Можно, да? Почему так важно стране развивать сферу креаторства? Вот. Ну, именно как
как страна, как Мгм. стратегия для страны, Мгм. если так рассматривать, то дело в том, что э, это такая индустрия, в которой все, ну, спрятаны, да, ну, то есть они в тени. То есть даже если ты пойдешь в налоговую, ты не увидишь, ты не найдешь патент сценариста, М. у тебя нету патента на режиссера. И э, в любых других индустриях, я уверен, в сферах креативного направления куча такого пласта. И вот создание парка креативных индустрий как раз-таки выводит из тени всех этих специалистов и официально начинает видеть, что они есть на рынке, Мгм. и они могут зарабатывать деньги, и они могут давать налоги. Соответственно, экономически это будет расти. А если еще более стратегически масштабно посмотреть, то это приносит колоссальные деньги. То есть ты строишь какой-нибудь завод по производству чего-то, где у тебя там миллион вложений там, и так далее, да? А ты можешь создать кино, и это кино может заработать Как гораздо больше денег, чем этот завод, м, куда инвестировано. финансово это очень выгодно стране тоже, Конечно, да? конечно. Круто. То есть огромные потоки денег могут входить в страну, когда у тебя креатив раскачан. Боже, я верю в нашу страну, и я думаю, что мы сейчас будем, как кто-то где-то я слышала, там, Сингапуром, я не знаю, центром вселенной, да, шучу, центром Земли. Все, спасибо большое, всем спасибо еще раз за опыт тоже. Хорошего дня!